Efirimizge hoş geldiniz dostlar. Yayınımızda devam etmeye aşıqamız ve sabah yayını erkunki biz sizlerini kenede arette kaldırmağa istey ve men inanam ki bu maksatga erişmek bizim növbetdeki misafirimiz yardım edecek. Kim o ve nereden bizge keldi? En asası şimdi Gülcan bu sırrını bizler için ve sizler için elbette açacak. Elbette sağ ol Fatime. Bugün bizim acayip böyle misafirimiz Aydar Haliullin Artima İcadi Birleşme İçtimai Emniyetli Programmaları Studiyasının müdiri. Men belesem bu insan bizge Tataristan'dan teşrif buyurdu. Keliniz onun yakınca tanış olayık. Selam алейкум. Здравствуйте, Айдар Бей. Рада видеть вас у нас в гостях. Взаимно. И в Крыму, и на нашем телеканале. Хош келдіңіз. Взаимно. Sabahlarınız neden başlана böyle insanın? Любое утро любого человека, безусловно, начинается с пробуждения, так ведь? То есть, чтобы было правильным пробуждение, нужно вовремя ложиться спать. Но так как у нас в Татарстане мы делаем программу о здоровье, соответственно, мы знаем про это все. И, как некоторые говорят, даже больше. Поэтому, если ты ложишься в 10 часов вечера, то, соответственно, в 6 утра можешь спокойно встать, как я сегодня и сделал. Специально для вас и для всех телезрителей телеканала. Вот. Ну, понятно, что это утренний туалет, это утренние процедуры, безусловно, гимнастика и правильный здоровый завтрак. Обязательно. Бізде Крым татарларда, у нашего народа были адет бар, біз сабанызны кавенен башлаем, начинаем с утра с кофе. Есть ли у вас такая традиция? У нас такой традиции именно у татар нет. То есть татарского кофе, такого термина у нас не существует, но существует утренний татарский чай. Безусловно. Да, Черный, зеленый. Черный, зеленый, крепкий. Вот я сам всегда пью крепкий чай, это обязательно крупнолистовой чай. То есть он заваривается, выливается, снова заваривается, снова выливается, потом снова заваривается, и только после этого пьется. То есть это целая утренняя церемония, безусловно. Это может быть лайм, это может быть лимон, безусловно, да. Ну, как вот мы телевизионщики, мы всегда пьем чай. Я не знаю, но у вас пьют кофе. Вчера я целый день наблюдал, как все варят кофе, все готовят кофе. У вас даже программа есть с чашечкой кофе, так? Да, да. Вот, поэтому это именно крымско-татарский кофе, я так его теперь называю. Вот, и в прошлом году, когда мы здесь снимали у вас программы в Крыму, мы специальный даже выпуск посвятили именно крымско-татарскому кофе, как его пьют крымские татары и как они встречают гостей. Конечно, наши телезрители в Татарстане были очень удивлены, что существует такой термин, как татарский кофе. У нас его нет. У нас чай. Айдар Бей, мына бұл сізін Артима адлы ижади бірлешмеңіз ненен асылында оғраша, нелер япа, какая работа вашей творческой студии? Ну, нашей студии уже 12 лет. Вот я ее руковожу, и с партнером мы ее создали в 2004 году. Основная задача – это у нас социальная информация. Что под этим подразумевается? Это обязательно информирование населения республики о их состоянии здоровья. Это в первую очередь. У нас на телевидении вот 10 лет программе «Салямят Булагос». То есть это, я не знаю, будьте как здоровы. Да, на крымско-татарский, как переводится, да, то есть будьте здоровы. Мы на татарском языке объясняем людям о правилах здорового образа жизни. Не секрет, что здоровье ухудшается у населения, а благодаря тому, что вы живете у моря, у вас здоровье, наоборот, мне кажется, укрепляется, потому что солнце, воздух и вода у вас все время рядом. Благоприятные условия, это у вас фрукты, овощи, свежие, прекрасные. Вот. А у нас этого нет. У нас уже сейчас зима, можно так сказать, у нас минус 5 градусов. Я вот когда прилетел сюда, позавчера у нас было жутко холодно, но у вас тоже, оказывается, не очень тепло. Вот, но у нас уже снег начинается буквально вот через 2 недели. Такой вот пойдет, который будет таять. Поэтому мы в наших программах о здоровье рассказываем, мы рассказываем о литературе. Вы знаете, что 2015 год был у нас годом литературы в Российской Федерации. И мы говорили о татарских поэтах, о татарских писателях, о русских писателях. В этом году мы продолжаем этот цикл. Ну и, соответственно, мы рассказываем еще, у нас в Казани есть замечательный университет, Казанский федеральный университет, где Владимир Ильич Ленин учился. Вот, буквально на прошлой неделе я посещал университет и снимал там программы, посвященные Императорскому университету, его открытию в 1820-х годах. Там работали прекрасные наши ученые. Вот, и посвященному этому
этой теме мы делали специальный цикл программ, который посвящен литературе и древним источникам, которым 100 и более лет. То есть это фолианты, если переводить на научный язык. Поэтому у нас проектов очень много. В Крыму мы снимали в прошлом году 8 программ о здоровье, если хочешь быть здоровым. Мы санаторий Саки посетили, да, Сакский военный санаторий Министерства обороны Российской Федерации. Мы посетили НИИ имени Сеченова, который, к сожалению, вот, чтобы все зрители поддержали, мне хочется, чтобы они больше внимания, и они, и ваше правительство, и ваш губернатор, как мы его называем, который нас очень сильно поддержал, товарищ Аксенов, да, который действительно помог нам в создании этих программ. Вот мне хочется, пользуясь возможностью, действительно его поблагодарить, потому что нам дали возможность увидеть здесь все. Но, к сожалению, очень большому сожалению, учреждения ваши медицины и курорты не очень хорошем состоянии, так скажу, если мягко говорить, да, но они очень богаты на специалистов. То есть у вас великолепные врачи, у вас великолепные специалисты, отсутствует оборудование, понятно, да, но прекрасный климат. Вот в Ялте мы снимали тоже 2 программы, которые поразили наших зрителей, потому что те, кто никогда не был в Крыму, были удивлены, что здесь растут такие растения. То есть ты их можешь взять, сорвать, если они не в Красной книге, и лечиться. Понимаете? А у нас этого нет. То есть у нас, чтобы траву какую-то целебную найти, нужно кучу денег заплатить. Поэтому мы призывали всех, и сейчас призываем, действительно, несмотря на то, что здесь не совсем те условия, которые в других странах, за рубежа, да, так как вы только еще встаете на этот путь, приезжайте в Крым, лечитесь в Крыму, кушайте те травы, которые здесь растут, купайтесь в Черном море. Потому что вот наша ведущая Фарида Ханум, который врач, она вот буквально посетила Крым в сентябре. Вот в этот, Успела она? Она успела в жару побывать у вас, покупаться с внуками, с детьми. Вот. И в детстве она здесь очень много времени проводила. И поэтому мы поддерживаем. Татарстан, население республики поддерживает ваш канал. Я надеюсь, что мы будем очень взаимовыгодно сотрудничать с вашим телеканалом. И на канале появятся проекты. Понятно, они будут на русском языке, но так как у вас есть их возможность размещать, но вы можете их перевести на крымский татарский. Да, о Казани, о литературе, о здоровье, о медицине, чтобы ваши зрители заботились о своем здоровье, потому что здоровье человека зависит на 75% от самого человека. 25% это от поликлиники. От поликлиники, от врача и от всех других людей, которые занимаются нашим здоровьем. А 75% мы с вами сами должны. В наших руках. Конечно. То есть это правильный чай, это правильная утренняя гимнастика, это вот осанка, как у вас, действительно такая правильная, да? Это, соответственно, легкие правильно работают, то есть сердце правильно работает, вы дышите правильно, вы действительно улыбаетесь, а не делаете там искусственную улыбку. То есть все зависит от человека, от его психологии. Вот у вас тут птичка, я не знаю... Частичка природы с нами в этой студии. Птичка с вами утром. Мне нужно обязательно коллегам на телеканале ТНВ Татарстан передать то, что нужно экспериментировать с тем, что вы, во-первых, работаете в прямом эфире. Это меня очень радует, что 3 часа вы работаете, не отрываясь от ваших диванов. Вот. Вот. И, безусловно, вот то, что у вас есть такое вот существо в студии, которое придает действительно радость и такого цвета, я думаю, что всех зрителей оно просто пробуждает. Да, это у нас уже любимец. Да, но главное нужно иметь в виду, чтобы у человека не было аллергии. Вы это предусмотрели? Потому что если человек будет аллергии, и вы посадите рядом с птицей, то вам спасибо не скажет. А в нашем пруда пока что не было таких казусов у нас. Да, но существует такой вопрос. Айдарбей, вы сейчас сказали очень много о Крыме. Помните, когда лично ваше знакомство с Крымом произошло, с крымско-татарским народом, какие у вас были впечатления? Ну, знаете как, вот я вчера целый день провел у вас на студии, сегодня еще Аллаберса проведу, да, целый день. Завтра я собираюсь в Бахчисарай, музеи посетить интересные места, несмотря на мороз, на +5, +8.
К моему стыду я в Крыму был в первый раз в прошлом году. Вот мне очень стыдно, потому что, ну, во-первых, мы не знали в том периоде о вас практически ничего. Ну, знали какая-то кучка людей о том, что вот существует Тоже татары, прекрасный, да, полуостров, что существует прекрасная природа, есть 7 и более видов климатических зон в Крыму, что существует Черное море, что там все дешево. Значит, была такая информация, но не было сподвижников, понимаете, и мне всегда хотелось приехать, действительно снимать программу, познакомиться с крымскими татарами, потому что это не от того, что существует слово «татары» в вашем названии народа, да, а от того, что, во-первых, это очень красивые люди, я скажу так. Вот когда я сюда на студию ехал, я познакомился с вашим водителем, который там буквально за 3 минуты от отеля меня сюда довез, вот, и побросал чай, там все, значит, и приехал сюда к вам на прямой эфир, на встречу со зрителями. Я ему сделал тоже комплимент, сказав, что крымские татары очень красивые люди. И разные, да? Очень разные, но я настаиваю на том, что крымские татары, в моем вот понимании, это люди все почему-то с черными волосами, то есть что девушки, что мужчины. Понятно, что мужчина сейчас модно носить бороду, она тоже темная. Вот как у вас, значит, лица, это тоже должны присутствовать все в черных таких вот границах, потому что вы больше восточнее, чем мы, татары, которые живем в Казани, в Татарстане, и у нас, может быть, нет такого в крови, что у вас есть. Но всю историю мы не будем рассказывать про крымских татар, да? Но вот первое знакомство, это было в прошлом году. Мы ездили к уникальной семье Османовых. Это ваш телеканал тоже их снимал, и Первый канал снимал эту семью. Это семья врачей. Учитывая, что у нас программа о здоровье, учитывая, что программа медицинская, учитывая то, что у нас ведущий врач-педиатр, сейчас главный врач Казанского международного аэропорта, все проходят через ее руки, человек болен, его не пускают в самолет, то есть, все она решает в аэропорту Казани. Наша ведущая параллельно там тоже работает. И нас удивило, что крымские татары – это люди с уникальным образованием. Это люди, которые в медицине очень много чего создали. И то, что они прекрасно работают с Ринатом Сулеймановичем Акчуриным, с академиком Российской академии медицинских наук, Российской академии наук, с кардиохирургом, который делал операцию первому президенту Российской Федерации Борису Николаевичу Ельцину. Да? Поэтому они много рассказали об Акчурине, они много рассказали о медицине, и они удручающе были, значит, по состоянию медицины в Крыму. И они хотят, вот мы, крымские татары, как они сказали, да, мы должны сделать все, чтобы медицина Крыма, поликлиники, больницы были на высоком европейском уровне. Понятно, что нужно время, понятно, что нужно оборудование, нужны очень большие финансовые средства, но опять-таки, возвращаясь к нашему началу разговора, мы должны понимать, что если человек не заботится о себе, о своем здоровье, о том, что он неправильно ест, он питается непонятно что, но грех в Крыму есть не знаю что, понимаете? Поэтому вот первое знакомство именно было с этой семьей, которая нас поразила своей порядочностью, интеллигенцией. Потом мы встречались с семьей совсем молодой, у которых 5 детей. Но у вас еще один момент, что у крымских татар должно быть, оказывается, много детей. Да. У нас даже есть крымско-татарская пословица «Дорт базна курта радях», то есть наш народ спасет 4, то есть в каждой семье обязательно должно быть 4 ребенка. Вот я, конечно, это вопрос, может быть, после эфира я спрошу, да? Здесь и почему? И как так получается? Вот у вашего водителя тоже 3 детей, а ему 31 год, и я его спрашиваю, все расспросил, пока ехали 5 минут. Да, то есть как, что, почему, зачем, когда. Меня это поражает. У нас в Казани не так. У нас в деревнях, которые действительно исконно татарские, где ислам, где действительно есть мечеть, где верующих много, где татары посещают действительно бешвакот намаз, как у нас говорится, да, пятиразовый намаз, как и у вас, что действительно они все почитают правила, которые необходимо знать каждому татарину, мусульманину. Вот там
4 более ребенка. Но, к сожалению, у нас вот 1-2. Айдарбей, мы благодарим вас за удивительно интересную беседу. К сожалению, наше время ограничено. Мы надеемся, что это наша не последняя встреча. Будем рады сотрудничеству. Спасибо. Рады видеть вас в Крыму, у нас на телеканале и, в частности, в нашей утренней студии. Чок сағыныз, да корышырық. Спасибо. Спасибо большое. Бөлелікнен азиз телесерджілер, бөлі ажайып инсанларымыз, бізім мұсафірлеріміз, бізім қырымымыз ақында тариф етелер. Сіз де бөлі инсанлармен біз де елбетте бармаға істейміз. Фатименен чоқ мемлекетлеріні сейретіп, елбетте біз олмаған ерде епі бір яқшы, ама бізім ватанымыздың güzelligini біз Қырым татар халқы пек яқшы білеміз. Енді небет мен берлесем хаберлер информацион тақымына келді. Келіңіз яңы хаберлерінен таныш олайық.